Закон о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня планируют продлить до 2028 года. Все ли потребители будут получать поддержку? Подъемные в 1 миллион рублей, когда начнет действовать программа «Земский учитель». Сильные и такие беззащитные. Сегодня Международный день полярного медведя. В этом выпуске расскажем о том, как поживает медведица Харчана в Петербурге. Это новости в прямом эфире, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Закон о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня планируют продлить до 2028 года. Как сообщается, число получателей такой меры поддержки сократится. Механизм выравнивания тарифов работает за счет надбавки к ценам на мощность потребителей европейской части России. Доплаты потребителей оптового энергорынка в этом году определены на уровне 32 миллиардов рублей. Механизм действует до конца 2019 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Также, согласно проекту, получать поддержку будут не все потребители. Минэнерго предложила установить критерии определения потребителей, для которых будет вестись выравнивание тарифов. Но оно не коснется органов местного самоуправления, казенных, автономных и бюджетных учреждений. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе своей московской поездки встретился в Верхней палате парламента с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе встречи рассмотрели вопросы реализации национальных проектов на территории нашей республики, поговорили и о проблемах в среднем школьном образовании. В Якутии достаточно большое количество аварийных школ, их у нас 52, и еще 8 зданий школ у нас сгоревших. А вместе с тем средств по федеральному национальному проекту практически не выделено, всего лишь около 500 миллионов. И здесь Валентина Ивановна тоже посоветовала, как строить работу, в том числе и с федеральным собранием, для того, чтобы был здесь достигнут положительный результат. И в ближайшие годы все-таки значительные средства были выделены республике для сноса и строительства новых зданий общеобразовательных наших школ. Продолжая тему образования, в России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании. По мнению экспертов, мера позволит гражданам снизить расходы на образование и повысить квалификацию. Однако они отмечают, что предложенная инициатива больше подходит для дополнительных курсов. Основную программу студентам выгоднее изучать в обществе, чтобы заручиться полезными связями. Подобную систему пытались ввести в Гонконге, однако она себя не оправдала. Обучаясь дистанционно, ученики не получили достаточных знаний. В настоящее время россиянам разрешено самостоятельно осваивать лишь материалы школьной программы. Также допускается ускоренное изучение предмета, например, за год вместо 2. Еще одно нововведение в сфере образования появится со следующего года. Речь идет о программе «Земский учитель». Об этом в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Учителям, решившим переехать в села и малые города, дадут единовременную выплату в 1 миллион рублей. Как отмечают в Министерстве образования Якутии, на сегодняшний день открыто более 800 вакансий. В школах не хватает учителей начальных классов физики, математики, английского языка. Новая программа «Земский учитель» должна привлечь преподавателей в отдаленные районы республики. Между тем, необходимо создать условия для того, чтобы приезжие учителя оставались работать на местах. Мы надеемся, что реализация программы «Земский учитель» Республики Саха-Якутия позволит сбалансировать состав педагогических коллективов сельских общеобразовательных организаций, в первую очередь тем, чтобы привлечь и закрепить специалистов, квалифицированных кадров в сельских школах. Нам необходимо, наверное, с муниципалитетами в первую очередь отрабатывать формирование предварительного списка желающих принимать участие в данной программе. Но, естественно, мы будем ожидать нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые будут устанавливать соответствующие критерии для участия по всем субъектам Российской Федерации, исходя из тех потребностей, которые мы на сегодняшний день имеем.
Активисты Общенародного фронта совместно с ГИБДД провели рейд в столице республики, где зафиксировали грубые нарушения в уборке улично-дорожной сети от снега. Например, на улице Чернышевского под слоем снега не видно двойную сплошную линию. Такое наблюдается и на других участках дороги и может повлечь дорожно-транспортные происшествия. На повороте улицы 50 лет советской армии полностью засыпано снегом барьерное ограждение. А на перекрестке улиц Амосова и Чернышевского активисты зафиксировали дорожный знак, который имеет наклон более допустимых 4 градусов. Плюс к этому зарост стальником. Мероприятие организовано в рамках майского указа президента страны с целью содержания дорог и дорожных знаков в нормативном состоянии. В Якутске проходит региональный этап всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер». В конкурсе принимают участие команды из агропрофилированных школ республики. Игра «Начинающий фермер» помогает привлекать молодежь в процесс разработки и реализации бизнес-проектов для агропромышленного комплекса. Участники игры будут состязаться в бизнес-планировании, в сборе и анализе информации, а также в умении вырабатывать управленческие решения. Лучшая команда по итогам регионального этапа получит путевку на второй всероссийский этап, который будет проходить в Воронеже. Мероприятие, проводимое сегодня, является ключевым в формировании диалога между активными учащимися агропрофилированных школ, в ходе которого у вас будет возможность получить не только информацию, но и получить необходимые знания, навыки и умения. Приятно, что вы в своем юном возрасте уделяете пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса. И отрадно, что якутские школьники ежегодно успешно справляются с задачами игры и с успехом представляют свои бизнес-идеи на российском этапе конкурса. В алмазной столице определили лучших машинистов буровых установок, работающих в Алроса. В этом году представители поселка Айхал сместили прошлогодних победителей из Мирнинского комбината. В их копилке 2 первых места. Все подробности в сюжете Марии Урцевой. 11 машинистов буровых установок Судачного, Айхала и Мирного собрались в алмазной столице, чтобы определить лучшего на конкурсе профессионального мастерства. Он стал первым в этом году из запланированных 9. Состязания разделили на 2 этапа. Первая часть теория, вторая практика на специальном виртуальном тренажере, имитирующем реальную буровую установку. С виду этот тренажер напоминает обычный игровой аттракцион, но, по словам преподавателя учебно-курсового комбината, между ними нет ничего общего. Система управления тренажера максимально приближена к буровой установке. А программа – это точная 3D-модель подземного рудника «Интернациональный». И без знания подземной машины делать в этом кресле просто нечего. Если в реальности много скрытых работ, которые мы определяем после проведения взрывных работ, то на данном симуляторе мы видим сразу же и в режиме реального времени сделанные ошибки, что позволяет незамедлительно, если речь идет, допустим, не о конкурсе, а об обучении, что сразу человека предупредить, что ты неправильно угол взял при бурении, что, значит, гидравликой не умеешь пользоваться и так далее. На выполнение практического задания каждому конкурсанту выделялось 1,5 часа. Программа сама фиксировала ошибки участников, а члены жюри наблюдали за всем со стороны. Я просто сейчас запускаю тренажер на каждого участника. Все, и потом данные результатов у нас аккумулируются здесь. Потом завтра, когда уже все конкурсанты пойдут, значит, мы тогда уже будем распечатывать и оценивать. То есть там будет полностью все процедуры, значит, как бурил. Первым попробовать свои силы выпало машинисту рудника «Интернациональный» Александру Ишиеву. Он впервые участвовал в конкурсе. Самое сложное бурение, там настраивать надо прямо очень-очень так хорошо, надо настраивать стрелу, там все. Ну, в принципе, бурение там больше волнения было у меня. А вот другой участник Павел Абрамов в конкурсе профмастерства не новичок. Но, как признался машинист с 20-летним стажем, испытывает волнение, как в первый раз. Волнение всегда присутствует, потому что это уже как бы не практика, а уже сам конкурс. Тут приехали специалисты с северной площадки, тоже как бы опытные работники, и чтобы победить своих оппонентов, нужно очень сильно постараться. Но как ни старались представители из алмазной столицы, машинисты северных площадок в этом году оказались более подготовленными. Представитель Мирнинского комбината Александр Ишиев на 3-м месте. Ему вручили сертификат на сумму 25 000 рублей.
Второй приз «Санаторно-курортная путевка» досталась Артему Алагову. А звание лучшего машиниста буровых установок и 100 тысяч рублей получил Сергей Чебан. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Сегодня, 27 февраля, весь мир отмечает День полярного медведя. Красивые и благородные, сильные и такие беззащитные. Белые мишки занесены в международную и российскую Красную книгу. Из года в год их становится меньше. Причиной тому являются таяние ледников, разработка нефтяных месторождений и загрязнение окружающей среды. Международный день полярного медведя просит людей отнестись с уважением к природе и каждому ее жителю. О том, как поживает медведица Харчана в Петербурге, прямо сейчас узнаем у нашей коллеги Айсены Бурнашовой. Символом нашего зоопарка как раз является белый медведь. И белые медведи из нашего зоопарка разъезжаются по всему свету. Так Ломоносов, который родился в нашем зоопарке, отправлен был в Якутск. Мы давно дружим с этим городом, мы всегда рады с ними сотрудничать. У них замечательная белая медведица, и наш Ломоносов туда поехал. И впервые они стали родителями. Многие называют ее снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки мы называем натуральным именем. Харчана как-то прижилось, пусть она необычная. Вот. Она по-прежнему игривая, но проявляет свой характер, устраивает на нас, ну, так скажем, охоту. Конечно, не всерьез, конечно, но я бы никому не посоветовала с ней встретиться один на один напрямую. Она так наслаждается. Мне очень нравится. С утра вот ей куплет насыпали бочками. Это трехкомнатная квартира. В первой у нее находится домик. Вторая – это просто как проходная комната. У нее там обычные игрушки. Ну вот видите, шина подвешена там. В третьей комнате, в которой ее любимый бассейн. У нее тоже есть еще шина, которую она может катать. И она спит в обнимку с этой шиной. Вы знаете, Харчана, как любое молодое животное, она привлекается с активностью. Харчана, она сама себя занимает и плюс использует все те игрушки, которые мы ей предлагаем, и достаточно их активно использует. То есть и кидает эти мячики, вытаскивает эти мячики. Мы подыщем пару, когда она постарше будет. Мы уже думаем, как бы найти медведя молодого, лучше недавно, от родителей недавно из природы, чтобы получилась у нас прекрасная пара. К этой минуте у меня вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.